На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с наступающим 8 марта. В Сухуми прошел праздничный концерт «Вам, любимые». В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сухуми в рамках международной акции «Сад памяти» заложили аллею героев. По 100 абсаров от АПРы национальная платежная система поздравила самых активных пользовательниц. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с наступающим 8 марта. Выступая перед собравшимися на праздничном концерте «Вам, любимые», посвященном Международному женскому дню 8 марта в Сухуми, он отметил важную роль женщин в годы Отечественной войны народа Абхазии и в послевоенное время. Без наших женщин немыслимо построение современного абхазского государства. Вы развиваете науку, культуру, искусство, бизнес, активно участвуете в работе органов государственной власти, подчеркнул он. Сердечно поздравляю вас со светлым весенним праздником, Международным женским днем. В этот день мы отдаем дань искреннего уважения и признательности нашим дорогим женщинам за мудрость и терпение, заботу и доброту. Дорогие женщины, вы приносите в наш мир гармонию, нежность, красоту и, самое главное, материнскую любовь. На протяжении всей нашей истории женщина в абхазском обществе занимала особое место. Мы воспитаны на нартском эпосе, который пронес сквозь века образ достойнейшей из матерей Сатаны Ваша. В этот праздничный день хочу выразить слова особой благодарности матерям, защитникам Родины. Мы восхищаемся силой духа, проявленной вами во время Отечественной войны народа Абхазии и в тяжелые послевоенные годы. Я поздравляю отважных медсестер, стоявших рядом с бойцами в дни, когда решалась судьба нашего Отечества. Без наших женщин немыслимо построение современного абхазского государства. Вы развиваете науку, культуру, искусство, бизнес, активно участвуете в работе органов государственной власти. Дорогие друзья, мы только что завершили процесс выборов президента Республики Абхазия. Избирательная кампания была эмоциональной, порой доходила до открытого противостояния. Однако и на этот раз присущая нашему народу мудрость возобладала. Как мы неоднократно говорили, единение нашего народа во имя светлого будущего нашей любимой Родины является главным приоритетом в нашей деятельности. И здесь мы рассчитываем на поддержку наших мудрых матерей, которые во все времена олицетворяли миролюбие и доброту. Пользуясь возможностью, я хотел поблагодарить наших граждан за поддержку. Мы с Бесланом Беглава сделаем все возможное, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное нам народом Абхазии. Мы искренне будем служить интересам каждого гражданина нашей страны. Сегодняшний замечательный концерт организован совместно с нашими российскими коллегами. Концерт, который жительницы Абхазии будут вспоминать с теплом еще долго. Сегодня поздравить всех женщин Абхазии приехали наши друзья, замечательные российские певцы и музыканты. Хочу выразить слова особой благодарности руководству Российской Федерации, президенту Владимиру Владимировичу Путину, всему народу Великой России за поддержку, которая неустанно оказывается многонациональному народу Абхазии и абхазскому государству. Дорогие наши женщины, еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником, желаю вам здоровья, успехов и, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы. Чандзила!
Выступления абхазских и российских артистов на одной сцене символизируют развитие гуманитарного сотрудничества между странами, заявил российский посол Михаил Шургалин. Он отметил, что концерты российских артистов, театральных труп и танцевальных коллективов в республике всегда собирали аншлаги и добавил, что в этом году зрителей ждут новые приятные сюрпризы. Отношения между Абхазией и Россией будут хорошо развиваться, заявил в свою очередь начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Добрый день, дорогие друзья! Искренне рад видеть всех на сегодняшнем концерте, в котором принимают участие российские и абхазские исполнители. Сегодняшний концерт, как мы все знаем, посвящен Международному женскому дню. И в России, и в Абхазии этот праздник всегда наполнен особым теплотой и самыми светлыми чувствами. Уважительное и трепетное отношение к самой лучшей половине человечества – безусловная ценность для всех нас. Выступления на этой сцене артистов наших стран символизируют не только общие традиции празднования 8 марта, но и развивающееся культурно-гуманитарное взаимодействие России и Абхазии. Совсем недавно в Сухуни очень тепло принимали хор имени Пятницкого. В прошлом году аншлаги здесь собирали артисты Марийского театра оперы и балета, такие звезды, как Башта. Ну и, безусловно, звезда из всех звезд Хибла Левашевна Герзмава. Уверен, в текущем году местных зрителей ждут и новые сюрпризы культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Еще раз поздравляю всех с праздником. Благодарю за внимание. Уважаемый Бадр Зуровович, дорогие друзья, добрый вечер Сухум, добрый вечер Абхазия. Я очень рад, что на этот концерт собралось столько много людей. Хочется весны, хочется обновления, хочется расцвета и развития. И символично, что мы сегодняшний концерт проводим именно 7 марта, накануне женского дня. Всех женщин от имени Российской Федерации, от имени мужчин Российской Федерации хочу поздравить с праздником, пожелать вам любви, здоровья, добра, тепла ваших близких, заботы ваших мужчин. Я уверен, что все будет очень хорошо развиваться, потому что зима прошла, похолодание в отношениях в прошлом. Теперь нас ждет только совместное будущее, развитие и тепло, которое разливает Мать Природа с наступлением марта месяца. Поздравляю вас с прошедшими выборами, которые совершил народ Абхазии. Как говорят в России, выбор президента – это выбор судьбы. И вы свой выбор сделали. Уверен, что взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество наших стран России и Абхазии принесет нашим народам пользу. И все мы это будем делать во имя наших детей. Вот там детки стоят и радуются, когда видят этот концерт, этот праздник, видят своего президента. Мы все делаем ради будущего, ради них, ради детей России и Абхазии. С праздником вас, хорошего вечера, хорошего концерта. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поговорил по телефону с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, который накануне был госпитализирован в республиканскую больницу Северной Осетии во Владикавказе. Глава государства пожелал своему юго-осетинскому коллеге скорейшего выздоровления. Алан Гаглоев поблагодарил Бадру Гунба за поддержку и добрые пожелания. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба провел совещание с участием ИО вице-премьера, исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта Джансу Хананба и гендиректора РУП АЖД Арсоу Читанава. На встрече обсудили вопросы улучшения функционирования АЖД в связи с началом курортного сезона и запуском поезда «Ласточка» из Сочи в Сухум с 1 мая. Тестовый рейс поезда в Сухум показал, что есть перспективы уменьшить время преодоления расстояния, которое сейчас составляет 3 часа 20 минут. Это отметили представители руководства РЖД, которые присутствовали на тестовом рейсе. Владимир Делба поблагодарил руководство АЖД за проводимую в последние годы работу по восстановлению железнодорожной инфраструктуры и отметил, что темпы надо наращивать.
Исполняющий обязанности первого вице-премьера Джансух Нанба провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, героя Абхазии, кавалера ордена Акцепша первой степени Владислава Арзенба. В комиссию вошли члены правительства Абхазии, депутаты парламента, общественные деятели, соратники Владислава Арзенба. Участники совещания обсудили мероприятия, которые нужно подготовить к юбилейным дням, среди которых научная конференция с участием ученых из России. Участники совещания представят свои предложения комиссии на рассмотрение. Встреча Владимира Путина и Бадры Гунба вскоре после президентских выборов показывает важность Абхазии для России, считает политолог Николай Трапш. Это подчеркивает важность Абхазии для текущей российской политики. Это важно с точки зрения внимания всех остальных лиц, которые будут затем этим вопросом заниматься, подчеркнул он в интервью «Радио Спутник». Еще один важный момент – то, что на встрече обсудили актуальные для Абхазии вопросы от перетока электричества до проектов, намеченных во время визитов в Республику российских официальных лиц, добавил эксперт. Подвели черту под президентскими выборами, зафиксировали позицию, в которой страна находится, проговорили рецепты для того, чтобы наконец выйти из хронического внутриполитического кризиса. О выборах и абхазском выборе, о ЦИК и пиар-технологиях, о фейках и фобиях редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик поговорил с историком и политологом Астамуром Тания. Никакой катастрофы в Абхазии не произошло ни для тех, ни для других. Есть поле политическое, экономическое, на котором можно работать для того, чтобы это государство становилось сильнее, общество сплоченнее, управленческий аппарат эффективнее. Ну, эту работу нужно всегда проводить. Римская империя прекрасным было государством, самым развитым в культурном отношении, но оно его не существует в настоящее время. То есть точку в абхазской государственности рано ставить, и даже запятую. Вот надо заниматься тем, что есть. Не надо посыпать голову пеплом или радоваться противоположности там чего-то. У нас у всех общие проблемы. Вот. Нужно спокойнее и что рациональнее, и, что называется, обыденнее относиться к этому делу. Вот. Без лишней истерики. Вот. А здесь есть все-таки основания для оптимизма уверенного, они, конечно, существуют. Вот посмотрим, как наверху, на верхних слоях нашей политической атмосферы люди, которые находятся, как они этим воспользуются. Чегемская правда, Инал Хашик с историком и политологом Астамуром Тания в нашем эфире после выпуска новостей. В Сухуми прошла международная акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции «Сад памяти» в парке имени Тараса Шамба была высажена аллея героев Абхазии. В торжественной церемонии приняли участие избранный президент Абхазии Бадра Гунба, представители общественности, школьники и студенты. Подробнее наш корреспондент Заур Кварчи. В парке имени Тараса Шамба теперь растет аллея героев Абхазии. 80 саженцев оливы, фатинии, османтуса, камелии и калистимона. Акция приурочена к 80-летию Победы и символизирует вечную память о тех, кто не вернулся с полей сражений. В этой победе принимали участие наши с вами уроженцы, люди, которые отдали жизнь за сохранение и мир Советского Союза. Сегодня мы эту память храним, мы храним имя тех великих воинов, благодаря которому мы можем дальше и созидать, улучшать, развиваться. 22 героя Советского Союза, выходцы из Абхазии, это показатель того, что на нашей земле были всегда защитники, люди храбрые, ответственные, люди, которые готовы отдать свою жизнь
за свой народ. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Абхазии ушло более 55 тысяч жителей. 17 тысяч из них не вернулись домой. В 1942 году на территорию республики вторглись фашистские войска. Бои за освобождение села Псху стали примером стойкости местных батальонов. Вклад Абхазии в победу – это и солдаты на передовой, и труженики тыла, и помощь фронту. На собранные средства строили боевую технику. 22 бойца из Абхазии были удостоены звания Героя Советского Союза. Важность сохранения памяти о подвиге народа отметила директор Музея боевой славы имени Владислава Ардзинба, герой Абхазии Мзия Бея. Героизм, самоотверженность и стойкость советского народа – это пример для подражания и нынешних, и будущих поколений. Сегодня мы с вами в этом парке высаживаем сад памяти. Эта акция в Абхазии проводится уже несколько лет подряд, по-моему, 6-й, если не ошибаюсь, и является символом нашей с вами благодарности и вечной памяти о героях войны. Пусть каждый саженец, посаженный нашими руками, будет напоминанием о подвигах наших предков и символом жизни на земле. Особое внимание уделено участию в акции молодежи. Сергей Новиков, начальник управления президента России по общественным проектам, отметил, что для детей и молодежи важно помнить подвиг всего советского народа в борьбе с фашизмом. Раньше мы проводили такие мероприятия для ветеранов, но сейчас средний возраст ветеранов Великой Отечественной войны, фронтовиков, 99 лет. В России осталось всего 8 тысяч фронтовиков. И эти акции, они нужны сейчас не им, они нужны именно детям, для того, чтобы они знали, какой подвиг народ, именно народ, не только армия, а народ, все вместе, совершили 80 лет назад. Потому что если мы будем об этом помнить, тогда это не повторится вновь. Аллея героев – часть международной акции «Сад памяти», которая проводится с 2020 года и направлена на сохранение исторической памяти. В этом году деревья высаживают и в других районах Абхазии, в Гале и в Туарчале, а в мае акция продолжится в Гудауте. Эти живые памятники не только дань памяти, но и послание будущим поколениям – помнить подвиг предков, ценить мир и беречь историю. Заур Кварча, Тимур Кокохе, Абаза ТВ. Ветеранам вручили юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы. Дипломаты посольства России в Абхазии, сотрудники Дома Москвы в Сухуми и представительства Россотрудничества от имени президента Российской Федерации Владимира Путина вручили ветеранам, проживающим в республике, юбилейные медали в 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Медали получили ветераны Айкарат Манукян, Алексей Ягупа, Евдокия Котлярова, Мария Диденко, Мария Косолапова, Мария Ломакина и Клавдия Пухова, сообщает представительство Россотрудничества в Абхазии. В Сухуми почтили память Ефрема Эшба в день 123-летия со дня рождения советского и абхазского государственного деятеля, одного из руководителей борьбы за установление советской власти в Абхазии Ефрема Эшба. В Сухуми почтили его память. Цветы к памятнику возложили глава администрации Сухума Беслан Эшба, заместитель главы Леон Кварчи, сотрудники администрации, общественность города. У памятника Ефрему Эшба стихотворения, посвященные политическому деятелю, прочитали ученики Сухумской школы номер 5 имени Ефрема Эшба. Фотовыставка «Женщины Абхазии», посвященная Международному женскому дню, открылась на площади у Абхазского драмтеатра 7 марта, в пятницу. Она работает один день. Директор управления по делам молодежи и спорта городской администрации Эльза Хагба проинформировала, что выставку открывают ежегодно, к 8 марта. В экспозиции фотопортреты женщин Абхазии, внесших значительный вклад в историю нашей страны. Количество фотографий увеличивается с каждым годом. В этом году их 36. На них представлены Сария Лакоба, Аделия Абасаглы, Кериман Халисыбжноу, Александра Назадзе и другие. Держатели карт Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками, столкнулись с проблемами в Абхазии. Карты могут не работать при снятии наличных в банкоматах или оплате в посттерминалах, рассказал в интервью «Спутник» замдиректора экономико-правового департамента Банка Абхазии Леон Пилия. Причина, по его словам, связана с тем, что срок действия сертификатов безопасности таких карт уже истек. Выходом из ситуации Пилия назвал переход на карты МИР, на которые в Абхазии ограничений нет.
В преддверии Международного женского дня АПРА поздравила самых активных пользовательниц карт национальной платежной системы. 5 жительницам разных городов Абхазии достались ценные символичные подарки. Какие, расскажет Марианна Котова. Наступающим вас 8 марта. Поздравляем. Вам большой презент. Вероятно, не только женщины активно расплачиваются за покупки картой АПРА, но именно их национальная платежная система решила наградить накануне Международного женского дня. Поощрение за пользование отечественной системой платежей – давняя традиция, так как популяризация национальной карты АПРА – это развитие банковской сферы. Национальная платежная система ежегодно проводит конкурсы, отмечает наиболее активных держателей карт АПРА. В этом году платежная система приняла решение наградить к дню 8 марта, к празднику, именно представительниц прекрасного пола. Суть в том, что наиболее активные – это те люди, которые наиболее чаще всего расплачиваются банковскими картами, совершают безналичные операций. Как говорят активные пользователи карты АПРА, большой плюс – это возможность контролировать свои расходы. Не нужно там вытаскивать мелочи. Плюс мне приходит СМС-оповещение, и я могу контролировать все свои расходы с помощью карты. И удобно. По словам Кристины, она практически перестала пользоваться наличными деньгами, так как в Абхазии все больше магазинов, где за товары и услуги можно расплатиться картой. Я активно пользуюсь картой, конечно. 90% моих покупок это с помощью карты, потому что это очень удобно. Терминал бывает, не у всех установлен, а так, в принципе, в основном, где бываю я, там в основном установлены терминалы. С ней согласна Даниэла Гардская. По словам девушки, в Абхазии уже практически не осталось мест, где нужна наличка. Разве что только транспорт. В других местах принимают карты. Я выбрала национальную платежную систему, потому что она демонстрирует мне такие ключевые преимущества, как комфорт, удобство и, конечно же, надежность использования. В различных магазинах, в ресторанах, кафе и в салонах красоты уже используются терминалы, которые обеспечивают нас возможностью использования национальной платежной системы АПРА. Я живу в городе Гудаута, и это очень удобно. И в Сухуми, и в Гудауте, и, в принципе, где бы я ни была, на территории нашей страны я спокойно могу оплачивать везде любые услуги своей картой. А самый большой плюс, что национальной платежной системе не страшны никакие санкции. АПРу невозможно отключить извне. К тому же она работает везде, где принимают карту МИР. Как рассказывает Инал Кишмария, за последний год существенно увеличилось и число держателей карты АПРа, и операций по ним. В 2024 году держателями карт АПРа было совершено безналичных операций на сумму в 970 миллионов рублей. То есть мы приближаемся уже к 1 миллиарду рублей. В среднем динамика роста по картам АПРа составляет порядка 20%. И, безусловно, по системе за 2024 год был рост. Он у нас ежегодно происходит. В 2024 году была совершена операция по всем типам транзакций на сумму 40 миллиардов рублей. В 2023 году эта сумма составляла 35 миллиардов рублей. Также ежегодно растет и платежная инфраструктура, которая позволяет увеличивать и оборот карт, и предоставить возможность большему количеству точек расплачиваться банковскими картами не только АПРа, но и других платежных систем. Чтобы показать, насколько важен вклад каждого держателя карты в развитие национальной банковской сферы, самые активные пользовательницы карты АПРа получили в подарок от Нацбанка по купюре в 100 апсар. Марианна Котова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Информация спасателей. Сотрудники МЧС России эвакуировали 2 сноубордистов со склона Аибги. Они выехали за пределы курорта Красная Поляна и катались по северному склону горы. На спуске один из мужчин доехал до шапки замерзшего водопада и оказался на краю обрыва. Второй смог остановиться на скальном выступе чуть выше. Сноубордисты смогли вызвать МЧС, и спасатели, прилетевшие на вертолете, подняли их с помощью лебедки. Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас о погоде.
В выходные дни 8, 9 и 10 марта в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 10 до 15 градусов. Температура морской воды 9 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных.